Короче, ничего я не понял. Что у него там рассыпалось? Все игольчатые целые, блин. Вон они лежат под двигателем. Это запасные игольчатые. Этот кусочек железа. Куда он, гад, взялся? Вот он. Шатуны вроде нормальные. Вот единственное, что вот это вот железо, да, мне поршень поколотило. Вот, вот они, на поршне. Снизу она не поднялась. Откуда она могла взяться? Вот этого я не могу понять. Вот эта железка. А вот этот цилиндр. Ага. Я его снимал. Этот поршень поменял. Хорошо, что они поршня одинаковые. Ты мне Пашка выделила. Он своего двигателя разбирал дело. И мне выделил. На, говорит, таскай запас. Уже 2 часа делаю. Ну, сейчас еще столько засобирать, наверное. Ладно, сейчас цилиндры эти. Этот одел. Потом над этим железом думал, сидел. Откуда он, думаю, появился? И опять обратно снял. Здесь-то игольчатую тоже целую поставил. Хорошая игольчатая. Куда это железо, блин, прискочило? Не поймешь. Да. Клапана у него еще, оказывается. Это у него получается сверху, да? Судя по всему, сверху он уже стоит. Собирать начнем, разберемся. Все обратно надо ставить на свое же место. Чем оказывается поломка. Вот этот вот подшипник рассыпался. Вот этот вот. А нет. Другая. Вот с этой стороны, которая. Вот этот подшипник рассыпался. Как он еще приехал-то, блин. Видать, еще давным-давно он рассыпался хотел. Теми рейсами. Когда вот тянуть перестал, он почему-то у меня тянуть перестал. Это тем рейсом еще. Тем рейсом еще. То-то, блин, вот на этой, ну, видать, крошку железа на левый поршень перекинула сверху. И так крошка у меня там долго была. Ну, давние. Следы-то давние были. Так что пришлось двигатель весь вот так вот сложить в уголочки. Мне только этот подшипник нужен. Эта сторона-то целая же. Как-то его дернуть бы с собой вести. По магазинам пошариться, может, найдется такая аналог какой-нибудь. Выехать только. Но путешествие мне предстоит. Ага. Ну вот, видишь, старые вот эти вот. Битье-то старое же. Старое битье.
Не, коленвал ломать не надо. Можно было бы собрать и насколько уедет уехать. На коленвал я не буду коленвалом рисковать. Ну почему подшипники эти не одинаковые? Мне вот такие подшипники Пашка дала. Есть они у меня. Тут друговый подшипник. Там бурана даже смотреть бесполезно. Бурановский-то 306. Чуть поменьше этой, наверное. Это, видишь, два подшипника стоят со стороны вариатора. Вот тут одну поставили. Должно, наверное, было хватить, но не хватило. И сколько я это уже дней потратил. Что-то запчасть, видишь, запчасть осталась. Это запчасть. Где-то отсюда, с этой области она. Так должна она стоять. Этого я ее лучше. Их два должно быть, блин. Еще одна. По идее, два должно же быть их. Ладно, сейчас разберусь. Так, ну что ж, придется идти до трассы. Я как подумал, это еще неизвестно, сколько этот двигатель с таким вот подшипником пробегал. Там эти выбоины на поршне сильно старые. И так я и ездил. Все-таки умею двигателя делать. Так, карабин, рюкзак, там еда. На сегодня-завтра хватит. Лыжи, палка. Наверное, по дороге еще одну палку придется срезать. Тут надо в руках держаться. Сколько километров? Ну, 40 с лишним. 50 не будет. Грубо около 45 этот раз. Так-то, в принципе, вчера по той дороге, по которой, ну, больше часу, наверное, шел. 3 раза садился, отдыхал, перекурил. Они же, видишь, вот на этих, ну вот на современный снегоход у соседа тоже такой же. Не на другой модификации, но такие же гуськи у них. Вот эти зацепы длинные. И за счет этого они дорогу разбивают. Вот, например. Вот так вот. Идешь, проваливаешься. Это сколько я там проезжал? Несколько раз, наверное, проезжал. И вот нога проваливалась. Не держит. Местами держит, местами нет. Особенно в этих ямах. Таких могильник называемый. Кобах. Кобах уаха держит. В них-то проваливаясь едешь. И лучше уж на лыжах. Это я не знаю, эти лыжи, когда лет 20 назад, наверное, завез. Думаю, в них, может, полегче будет по насту бегать. Их пригодились. Ладно. По рации сказал деду. Он уже передал родственников. Что-то трассы пешком пошел. Теплыть-то какая. Наверное, сегодня плюсовая даже будет на солнышко плюсовая, конечно. Так и не смог капканы вытряхнуть, посмотреть. Все неизвестно, что там делать, как там быть. У меня это время уже кончилось. Считай, за этим бураном сколько носился. 3 дня получается. На второй раз доехал двигатель. На 3-й раз разобрал этот. Оказывается, из-за
Стук этот идет из-за коленвала. Хорошо, что коленвал не угробил напрочь. Вроде еще, если подшипник сделать, поставить, может еще работать будет сколько-то. Вот с этой стороны подшипник. Два больших подшипника со стороны вариатора. А тут-то вот маленькую поставили. Эти-то вроде нормальные. Сколько-то еще прослужит. Все равно старый, сколько его можно эксплуатировать. 12 лет. Ну ладно. Посуду сейчас сполоснуть. Когда вернусь, неизвестно. Что начальство скажет. День, два. Третий, да? 23-й. Вот видишь, если даже тот старый буран, который 3 года не бегал, стоял здесь, сделаю и поеду сюда. Не успеваю никак до срока. А у меня там еще мероприятие. Бедный двигатель. Сложил его там в уголочке. Мне дней десяток надо. Ураны сделать, капканы поснимать. Сейчас теперь уже только к началу апреля. Да, так получается. Посмотрим, сейчас выеду. До машины доехать. Там разберусь. О. Давно их тут не было. Соседей-то. Никого там нету, наверное. Добрался. Тут еще дальше пилить да пилить. Пилить да пилить. Снег прилипает к лыжам. Ну, взял оттуда смолы, маленько помазал. Хорошее дерево, если найду. Ну, смоленистое дерево увидеть бы. Потереть надо от нее. А то лыжи-то ни разу не оделаны, кроме этого раза. Ладно, прием дальше. Что ж теперь? Ну, можно сказать, треть пути прошел. Треть-то есть, наверное. А вообще где-то километра 2, наверное, там. Раньше палатку ставила. Но лыжи я не бросил. Видишь, вот так вот проваливается идет. Проваливается идет. Просто это... И здесь он эту таскает, пену таскает, хоть пластмассовая, но пена. Брат как Олег, за это, видать, тебе же, чем моя. Но все равно места, видишь, продавливаю. На моей буранке каждый 5-10 шаг проваливался. Это сани таскали постоянно. Середка-то, считай, пустынная. Не сильно. Не как здесь, короче. Пена придавливает, оказывается. Да, видишь, дальше он начнет сворачивать с основной дороги-то. И уже это идти будет тяжело пешком. Что лучше я потащу на плечах лыжи. Там 2 волка перешло, метров 100, наверное, отсюда. В эту сторону, что ли, поднялись. И они недавно ходили. Братка-то здесь где-то не 10, да меньше, наверное, назад проскакивал. И не 10 назад, а
После этого не хотели. Два волка. Одна стая пропала. С которых 4 оставалось-то. Блин, а я до капканов не доехал. Я понабу. Кстати, перед приездом этот Петр Афанасьевич звонил. Где дедушка с бабушкой живут. Лошадей давили волки. Один говорит, капкан попал. Если он на мой попал, то это будет 69-й, да. Тут 70-й взять. Трудноватенько. С этих-то кто-то улетел по-любому. Вот взять будет трудно. Еще неизвестно же. Тут буран заработает, не заработает. Если даже заработает, с работы отпустят, не отпустят. Да, не зря сон снился, а? Тем рейсом. Предупреждал. Как будто у меня живот маленький стал. Мансоль моя непосильным трудом заработанная пропала. Во сне так приснилось. Ты про это он и предупреждал. Сон такой был. Так, ну ладно, пока лыжи одевать не буду. Снег сильно прилипает. Вроде катится и потом как тормознет. Не падаешь. Пускай подсохнет. Надо было парафину с собой кусочек положить. Если уж на то пошло, у меня где-то еще мазь должна там быть от лыжи. Старая, правда. Постоянно под руку подворачивался. Надо было, да, надо было. Кусочек свечки положить в карман. Сейчас покатился. А тут приходится идти. Ладно, он все равно пригодится. Там дальше хуже будет. Братка свернет с основной дороги. Стану на лыжи. Хоть дерево нашел со смолой. Дядушка натер об нее лыжи. А сейчас снег специально бросал. Вроде не сильно пролипает. Сколько-то пройду, наверное. Тут-то ровно. На этом, на могильнике, на этих ямках-то лыжи можно сломать. Тут-то метров 500 ровно. Потом этот могильник снимать придется. Там метров 200-300, наверное. Там дальше тоже. Там-то уже ровно будет, ровнее. Дорога ровнее станет. Намного. Медвежья метка. Медведь тут метит. Постоянно, видать, приходит. А так, не сильно маленький. Местный хозяин. Вся его шерсти. Трава вон то дерево увидел, а елку. Вижу. Остановился. Перекурю, да дальше пойду. Лыжи одену. Но тут почти половина дороги. Почти половина. Вот там метров 500 у меня палатка стояла. Типа озерка, туда заезжал. До речки почти. Над речкой. С утра выйду с нижней избушки. По дороге опоюшку по той стороне приду. Переночую и по этой стороне обратно. Ну где-то здесь соболя одного. Топор забыл. Без топора было. Ножом ковырял. Чуть совхуй. Там собаку
что-то отошла, лежит, молчит. Я давай к дырке этой ухо приложил. Как? Гаркнул прямо в ухо. Соболь чуть за ухо не укусила. Хотел бы сейчас мечет. Да, сколько я тут пешком бегал. Это у меня получается самый дальний конец, где он ломался. 50 чем-то. Потом второй раз оттуда поехал, второй раз застучал. Километра 3-4, наверное, от избушки, да. Туда еще взад-вперед бегал. Разбирал, собирал там. Ну, 3 дня. 3 дня потратил. На этого барана оказалось. Че стучит? Разберу, соберу. Че стучит тут? А это подшипник этот, оказывается. А шевелю, не показывается. Видать, в каком-то положении начинает эти друг на друга наезжать. Шарик-то уже свободный, же распавшийся подшипник. 9 штук их там. И начинается стук. Жалко, Ванька у меня умер. Друг мой Ванька, Иван Викторович. Вот недавно, считай. Больше 20 дней прошло, да? Сердце прихватило, молодой, 44 года. Мы бы давным-давно должны были умереть. Он не пил, но курил, правда. Детей много. Он взял, да умер. Был бы он, сказал бы, по рации договорились бы. Он бы меня с любой жопы вытащил. Наверное, уже 3 часа. Почти 3. Приеду, того дернуть, попробовать того брата. Вот. 3-ю зиму он там зимует, а. Удивительно. Не сильно много пробег. Да и ходовку перебирал я тут. Видишь, в том-то и дело, что 3 года назад. Он на улице стоит. Ну, накрытый, правда, но на улице. Чего с ним там сейчас? Да, ну отсюда-то уже главной дороги он не должен сильно сворачивать. Так что я лыжи бросил. Заколебался я их таскать. Просто надо было на пар на 2-3 часа раньше выходить. Это после 11 вышел с дома. И снег липнет невозможно. Смола вроде бы маленько помогла. Потом опять начала тормозить. Тут-то километров до избушки, километров 10. Может, чуть больше. Доберусь, наверное, потихонечку. Сильно не отталкиваться ногами. Так маленько проваливается кое-где. Что ж теперь? Тут дойду, наверное. Парочка. Обидно, не наступили. Я капкан рабочий лежит. Не наступили. Надо было еще пахучей приманки туда поставить. Ладно. Что ж теперь? Да. Сколько я тут пешком носился. Ну, давно уже не ходил пешком. А, наверное, опять музыку включу. С музыкой-то веселее идется. О, песен наслушаюсь. Зарядка у меня есть. У них там аккумулятор-то должен, а у них там солнечный стоял. Солнечная панель даже. Вечером подзаряжусь, так что, наверное, беречь аккумулятор не надо телефона.
можно сказать, дошел. Еще полчаса ходу из избушки. Тут-то они по этой баранке каждый день катались. Хорошо идти. Это там 8 километров было, да? Начало 6-го было. Сейчас начало 7-го. 6 километров. Час с небольшим. Я там еще пару раз сидел. 6 километров за час прошел. Полчаса ходу. Тут 2 километра. Может, чуть больше. Еще посветил прибыть. Там еще дрова есть, нет? Ну, сколько-то оставил, наверное, дров-то. Ну, судя по всему, они выехали уже конкретно. Уже не вернется обратно. Там еще 12 километров мне остается. Лыжи я где-то больше 10 километров. 12, 13. И 15 нет. Там я оставил лыжи. Они помогли, а с той стороны-то. На той стороне вообще не накатано было. Идешь, проваливаешься. И это здорово помогли они мне там. А тут-то нормально, еще бы обувка была хорошая. Уже дошел бы. Или накатано было бы так, уже давно сидел бы в той избушке. Ну, весной хорошо, а прошлой весной так бы не пришел. Не смог бы. Тут все заметено было. В эту сторону-то. Песен наслушался на пару дней вперед, наверное. Не намного. Эти два волка промеж нас бегают, а остались. Лет 20, наверное, назад. Ниже своей избушки километров, ну, под 20, наверное, ниже. Я там 67 километров насчитала по спидометру до трассы. Вот я там тоже 3 дня шел, оттуда до трассы. Там на трассу уехал в Улу с протянутой рукой по друзьям. Выделили запчасть. Опять его в мешок положил и обратно. На попутке приехал и обратно. И опять 3 дня. Еще и морозы стояли. Ну, морозы-то еще тогда на буранах же ездили. Не на снегоходах, на буранах. Дороги-то у нас хорошие были. Пена еще у меня была железная. Она-то хорошо гладила дорогу. И молодой был. А сейчас что-то тяжеловато. Ну ничего. Главное, дошел до этой избушки. Завтра как-нибудь до трассы докарабкаюсь. С утра пораньше надо будет выходить. По морозу-то идти лучше. А сегодня, видишь, какое-то аномальное тепло. Я выходил уже. Где-то чуть выше нуля даже было. 1-2 градуса тепла было. А днем-то после 12 2 часам, по-моему, вообще тепло было. Снег аж подтаивал уже сверху. Сейчас коркой возьмется, снег аж подтаял. И день такой выбрал. О, солнышко наше наготове. Где? Вот тут. Уж наготове солнышко наше. А потом как до этого на снегохода пересел. Ну, по мелочи там, вот до избушки, километров 10 ходила 1 раз. И больше пешком не ходил. Молодец, снегоход. Такого он меня со мной не устраивал.
Видишь, молодые же были. Желания-то много, знаний-то мало. Лишь бы заводиться и едем, пока не упрется, пока что-нибудь не крякнет. Сейчас-то смотреть надо, но все равно и на старуху получилось, как говорится, проруха. Бывает, говорят, проруха. И тут получилась проруха. Но ничего, выкарабкаемся. Наконец-то дошел. Семь часов получается, что почти. Да, ну дрова переночевать есть. Это хорошо. Драть-то я с собой брал. То и тут видно можно. Полностью не убрался, уехал. Еще приедет, что ли. Если так оставить, то медведям будет раздолье. Как медведи любят эту избушку. Каждый год. Да. Еще один поход у меня такой, оказывается, был. Я по соседней речке спустился, посюда поднялся. По соседней речке на резинке. Сколько? 2 дня плыл, да. Потом на 3-й остановился. Вылез на берег, знакомые места уже пришли. Высадился и пошел пешком. Карабин, дробовик ИЖ-27, 20-ка. 4 булки хлеба. Чего у меня там было? Спальничек какой-то был. Там километров, ну, поверху шел, там понизу невозможно было идти. Поверху шел. Километров сколько я ушел? Ну, 16-17. А там еще речку вброд переходить пришлось. Асфал почти до груди. Избушку прошел где-то в это время. Там у меня отгулы были. Пришел где-то. Я там только переночевал точно. И на завтрашний день сюда пришел. Блин, дури было. Там мне просто отгулы дали, а совхоза отгулы дали. А я вот, видишь, их потратил там, пока это, по этой речке на резинке сплавлялся. Ну, кровь из носу надо было быть на работе. В совхозе хатовитом я был тогда. Совхоз Алданский. И как... На следующий день уже я тут был. Вот дури было у молотого, да. Сейчас ты видишь, кое-как докарабкался. И есть еще порога в ницах. Ягода в ягодицах. Дошел. Хорошо. Самое время дошло. У меня, считай, 12 часов. 13 часов на отдых. Я остров поколю, да печку растоплю. Что-то эти чулки до конца не допили.